Доброе утро, Якутия! В эфире программа «Новый день» на канале НВК «Саха». И мы приветствуем вас, ее ведущие Екатерина Винокурова и Дмитрий Никифоров. Сегодня 30 апреля, вторник на календаре. Давайте узнаем, чем же отмечен этот день. Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования – пожарная охрана. Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I еще, а в годы его правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо. Катя, а тебе нравится джаз? Ну, знаешь, вообще я бы назвала себя меломаном, поэтому люблю всего понемногу. А почему ты спрашиваешь? Я спрашиваю потому что сегодня Международный день джаза. Праздник этот очень молодой, но отмечается достаточно широко. Во всем мире даже проводятся фестивали. Так что сегодня у всех любителей джаза есть возможность тоже отметить его, послушать джаз одному или в компании своих друзей. Как бы хорошо было бы, если бы в нашем городе было заведение, где можно было послушать хороший джаз. Живой джаз. Да. Пока ты вдаешься в мечтание, давайте прослушаем свежий прогноз погоды. Итак, в центральных районах температура воздуха в 6 часов утра составила -3, -6 градусов. Днем ожидается +4, +6. В заречных районах температура воздуха в 6 часов утра составила от -5 до 0. Днем ожидается от -2 до +6. В южных районах температура воздуха в 6 часов утра составила -5 градусов. Днем ожидается -1, +3 градуса. В Вилюйских районах в 6 часов утра -8, -4. Днем ожидается +4, +8. В Нижнеленских районах температура воздуха в 6 часов утра составила от -15 до -9. Днем ожидается -2, +2 градуса. В западных районах температура воздуха в 6 часов утра составила -5-0. Днем ожидается +3, +8. В Колымы-Индигирских районах температура воздуха составила от -14 до 0. Днем ожидается от -3 до +5 градусов. В Янских районах температура воздуха в 6 часов утра составила -12, -8. Днем ожидается -4, -10. В северо-западных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -19, -17. Днем ожидается -15, -7 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -4 градуса. Атмосферное давление 751 мм ртутного столба. Ветер 3,8 метров в секунду. Днем ожидается +3, +4 градуса. Ну а мы хотим напомнить вам про наш WhatsApp номер абонент МТС 279-2262, на который мы ждем ваши сообщения, по возможности обязательно зачитаем. Мы создали творческую группу, в которой входили педагоги, специалисты детского сада. Я хочу их сейчас представить. Это Горбунова Инга Александровна, педагог-психолог. Это Васильева Оксана Николаевна, учитель-логопед. И старший логопед Трапезникова Юлия Борисовна. Воспитатель Бурменская Марина Анатольевна, проходитель Золотый Татьяна Николаевна. И музыкальный руководитель Макарова Наталья Юрьевна. Стихотворение «Люблю Якутию родную» прочитают у нас Милена, Андрюша и Сева. Люблю Якутию родную, живые песни деревья, весной рожденный яркий день, и грачи сквозные. Люблю Якутию родную. Люблю Якутию родную, прохладного кумыса вкус, и хамуса былую грусть, и свет одежду расплеснул. Люблю Якутию родную, люблю Якутию родную, равнину светлую ее, поры
а вечераю, как соболиный мех. Весной дым листвы висит на небе ясно, зимою, как песец, ее сверкает снег. Хотя и говорят, что край у нас суровый, метельность золота и мало теплых дней, а я говорю, что край у нас здоровый, что лучше края нет и нет его щедрей. Как ласточка к гнезду, как парусник к причалу, так сердцем я тянусь в родимые края. Порой мне кажется, что здесь берет начало Россия, Родина великая моя. Я думаю, дружбу с вами мы будем поддерживать и расширять как-то, поэтому, может быть, даже обмен опытом между детскими садами и Якутии было бы тоже очень замечательно включить в наш план. И спасибо, что вы сегодня откликнулись на нашу просьбу и пришли к нам в гости. Спасибо. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день» на канале НВК Саха. Сегодня 30 апреля, вторник. Мы продолжаем. Позвоночник – это жизненно важный орган тела человека, ведь позвоночник – это сила, защита и опора всего организма. К нему крепятся многочисленные мышцы, что формирует наш корпус, то есть вместилище всех органов. И смещение в любом каком-то его отделе приводит к болезни, организма страдает весь человек, можно так сказать. О здоровом позвоночнике мы сегодня будем говорить с организатором Центра здоровья позвоночника «Атлас Стандарт» по Республике Саха-Якутия Михайловым Саидамом Григорьевичем и врачом Верхутиным Дмитрием Александровичем, который обучался в швейцарской академии «Атлас профилакции» около 5 лет, работает первым шейным позвонком и помог уже более чем 5000 пациентов. Доброе утро. Доброе. Ну, Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, почему придается такое большое значение вот этому атланту, ну, первому позвоночнику, да, как говорите? Почему именно он? Хорошо. Смотрите, первый шейный позвонок находится непосредственно под головой. Соответственно, все питание головы, как голова посажена, зависит от первого шейного позвонка. Если он стоит правильно, то питание головы вот по вот этим видно красненьким артериям позвоночным и осуществляется хорошо. Голова, мозг чувствует себя хорошо, посажена ровненько. Если же он стоит криво, а это очень часто происходит именно в родах, наиболее частая проблема – родовая травма, тогда он стоит неправильно, и питание по этим сосудам нарушается питание кровью, значит, это проблемы для мозга будут. Вот поэтому это очень важно. Угу. Какие болезни могут быть вызваны неправильным положением атланта, да? Да, болезни – это прежде всего то, что связано с питанием головного мозга, как я сказал, да, то есть это головные боли, головокружение, нарушение, может быть, подъем, скачки давления. Также это может быть просто нарушение внимания, неглубокий сон, головокружение и так далее. То есть то, что связано вот с головой. Нарушение прикуса челюсти нередко с этим связано, поскольку атлант находится прямо рядом с челюстью. И второе, чем важно отметить, многих это беспокоит, первый шейный позвонок, вот он атлант, связан с последним пятым поясничным позвонком. И если стоит криво первый шейный позвонок у вас, то чаще всего люди даже будут жаловаться не на эту область, может, хотя и в этой области могут быть неприятности, но на проблемы с дисками, с поясницей. При сдвиге этого позвонка последний поясничный позвонок, это доказано уже наукой, во всем мире это известно, он тоже сдвигается. Пятый L5. Ну, кому ставят диагноз грыжа, например, пятого поясничного, вот он тоже будет криво стоять. Он и криво стоять будет в противоположную сдвинут таз. И нагрузка на прокладку будет меняться, она будет кривой и косой, и будет появляться вот такое вот грыжа. Это видно очень хорошо. Вот такие вот вещи как раз в нижнем отделе наиболее часто. Это непосредственно этой операции, и боли, и искривление позвоночника. То есть это очень и очень важно. Это причина, это не последствия. Грыжа – это уже последствия, часто такое неприятное, болезненное последствие. Причина здесь очень часто. Всегда, когда я диагностирую здесь сдвиг позвонка, я всегда смотрю, что здесь. И, как правило, практически всегда обнаруживаем здесь кривой стоящий последний поясничный позвонок и болезненный здесь. Ну, вот то есть существуют вообще методы лечения, да? Вообще, безусловно. Главное, что наш метод, который был разработан в Швейцарии, он абсолютно
безопасен. То есть вы можете не опасаться того, что у вас будет какая-то травма в этой области. По сути дела, разработка метода прежде всего исходили из того, что это будет безопасно и эффективно, главное. То есть воздействие идет на мышцы, преимущественно в этой области под черепом. То есть здесь вот сзади ряд мышц, расслабляются эти мышцы, и аккуратное, мягенькое воздействие идет. В течение где-то 5, 10, 15 минут, в зависимости от того, какой возраст и случай, позвонок выходит в ровное положение, раз. А во-вторых, здесь отсутствует теперь спазм мышц, который может вернуть его назад в неправильное положение. Просто потому что мышцы привыкают за долгие годы, и очень важно именно этот момент тоже отработать. Поэтому атлант становится на место, и все, и человек начинает испытывать совершенно другие ощущения. Тело способно восстанавливаться, грыжи, боли в спине и так далее. Все это теперь можно восстановить и улучшить эту ситуацию, да? Не доходить до операции. То есть в тех случаях, когда нужно это сделать, нужно попытаться обойтись без операции. Сайдам Григорьевич, но телезрители, которые заинтересованы данным методом лечения, наверняка будут... им Да, интересно, интересно узнать, где записаться где и можно как. записаться и куда обратиться. Да, записаться можно по нашим телефонам. Мегафон 766 765 3333, 4 тройки, да? Мы работаем в клинике Метелица, Ленина улица, проспект Ленина, 34/1. Ездим также по районам республики. Вот 2 мы вылетаем в Оленевский район, дальше Анабарский, по другим районам у нас планы тоже есть. В принципе, можете обращаться по нашим телефонам. Еще другой телефон 8 924 765 0555. Вот, пожалуйста, обращайтесь, мы приедем. Можно детей, даже нужно детей смотреть, потому что это очень часто родовая травма. И мы ставим вопрос еще, чтобы кресла-трансформеры во всех роддомах стояли, вертикальные роды, полувертикальные. Спасибо, уважаемые гости. Отличного дня вам, плодотворной работы. На улице заметно теплеет, и все мы, конечно же, в майские праздники отправимся наверняка на природу, за город, на шашлыки. Конечно. Но стоит помнить, что шашлыки нужно жарить только в отведенных местах. В каких, узнаем в следующем сюжете. В Якутии пришла долгожданная весна, а это значит, что начинается время пикников и других сезонных радостей. Непременным участником любой поездки на природу является шашлык. В целях предотвращения лесных пожаров провести выходные на свежем воздухе на территории столицы можно в 4 разрешенных для этого местах. Это за причалом погрузки угля беседка мыс Кангаласки, Покровский тракт 25 километр возле села Табага, Намский тракт 22 километр, левая сторона Якутск-Намцы и Покровский тракт 20 километр, правая сторона дороги Якутск-Покровск. Во всех других местах отдыхать запрещено. Нарушителей ждут протоколы и штрафные санкции. Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии напоминает жителям республики, что постановлением правительства Российской Федерации запрещено проводить выжигание сухой травы на землях сельхозназначения и землях запаса, а также разведение костров на полях. Нарушение правил влечет наложение административного штрафа в размере до 250 тысяч рублей. Проведите выходные с пользой и берегите лес от пожара. Доброе утро! День пожарной охраны России. Мы отвечаем сегодня. Сегодня юбилейная дата, 370 лет. В связи с этим рада представить вам нашего гостя. Это начальник государственной противопожарной службы Республики Саха-Якутия Аял Вензель. Аял Ануфриевич, доброе утро. Доброе утро. Сегодня в такой знаменательный день, конечно же, нам интересно услышать о республиканской пожарной охране. Ну, если начинать, вообще, если не с республики, а начинать с России, 370 лет назад был подписан царем Алексеем Михайловичем наказ о городском благочинии, в котором определялся порядок тушения пожаров. Отсюда и пошла история пожарной охраны. По республиканской противопожарной службе в прошлом году было отмечено 200 лет. Вот оттуда и пошла республиканская структура. На сегодняшний день противопожарная служба республики присутствует в 151 населенном пункте.
и разделена структура на территории республики на федеральную составляющую часть и на республиканскую. Федеральная составляющая часть – это от МЧС России, Федеральная противопожарная служба. Находится она в городе Якутске, в Ленске, в Нерюнгри, Мирном и городе Алдан. А в остальных населенных пунктах, вот, как я сказал, 151 населенном пункте, это республиканская противопожарная служба. Насколько укомплектована вообще служба? Служба на сегодняшний Вот, день. республиканская противопожарная служба составляет 2648 штатных единиц. На ежесуточное дежурство заступает более 500 человек, а также около 200 пожарной спецтехники. Вот. Комплектование идет с республиканского бюджета. Укомплектованы мы почти на 100% всем тем, чем мы необходимо для спасения жизни людей и имущества. Но основные задачи, которые сегодня стоят перед пожарной службой? Ну, противопожарная служба, это у нас есть 69-й федеральный закон, в котором определено, что должна делать противопожарная служба. Первое, это, конечно же, профилактика пожаров, чтобы не было этих пожаров, а также тушение и спасение людей и имущества на пожарах. Вот основные две задачи. В рамках профилактики у нас проходятся очень большие мероприятия, такие как жилище, Новый год, дети, 1 сентября и так далее. Совместно с сотрудниками МЧС и муниципальными образованиями мы проводим очень большие рейды. Вот вкратце по структуре вот так. Но сегодняшняя праздничная дата, праздничный день 370 лет, это большое. начнется с построения, да, традиционно? Да, на Комсомольской площади сегодня будет построение федеральной структуры, республиканской. Будут чествоваться ветераны, будут чествоваться отличившиеся за время работы, время службы наши коллеги. Что с федеральной составляющей, что с республиканской, а также добровольное пожарное общество. Ну, а еще какие-то мероприятия будут проводиться в рамках 370-летия? Это же будет, получается, юбилейный год. Да, наверное, еще не только в этот день запланировано мероприятие. Нет, она очень большие мероприятия. Есть отдельный план. Вот, например, на выходные дни были проведены соревнования по пожарно-прикладному спорту, где ваши коллеги, журналисты Да, приняли участие. Это ВГТРК, НВК, САХА, СИТИМ, а также коллектив печатной журналистики. Они провели соревнования, участвовали. Мы показали, что должны делать, как должно быть. Все очень, надеюсь, остались довольны. Первое место в такой упорной борьбе. Первое место заняла команда ВГТРК. Надеемся, что это будет постоянно. В следующем году мы желаем, чтобы больше журналистов приняло участие и определиться новый победитель, чемпион. Ну, вкратце так. Аял Онуфриевич, ну, может быть, среди наших телезрителей есть такие, те, кто планирует связать себя, Мечтает. да, пойти служить в пожарную охрану, чтобы вы им порекомендовали? Ну, первое, это, конечно, если говорить о составляющей федеральной, то обязательно служба в армии, здоровье, а также образование. Давайте поздравим сегодня. Отличная возможность у вас. Дорогие ветераны, коллеги, друзья, поздравляю вас с Днем пожарной охраны. Желаю счастья, удачи, добра. Доброго утра, дорогие телезрители. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Приятной дороги всем тем, кто выходит на улицу. Сегодня у нас 30 апреля, вторник, и мы продолжаем новый день на канале НВК «Саха». Завтра уже будет 1 мая, начнутся короткие недели рабочие. Катя, расскажи, пожалуйста, какие нас ожидают выходные? Да, Роструд напомнил россиянам о длинных праздниках. В ближайшие выходные в мае продлятся более 5 дней. А после небольшого перерыва россияне будут отдыхать еще 4 дня. Итак, 1
Первые 5 дней отдыха начнутся 1 мая в честь Дня весны и труда. Затем нас ожидает короткая рабочая неделя с 6 по 8 мая. Среда также станет коротким предпраздничным днем. Затем в связи с празднованием Дня Победы 9 мая россиян ждет еще 4 выходных дня до 12 мая. Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде. Следующим праздником после майских станет День России, который отмечают ежегодно, а 12 июня выпадает он на среду. Длительные выходные будут и осенью. Они выпадут на День народного единства и пройдут со 2 по 4 ноября. Но, несмотря на столь продолжительные каникулы, все же Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству рабочих часов. Согласно данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов, что на 6 часов больше по сравнению с 2016 годом. Россия также вошла в 5 самых работающих стран. Ее обогнали лишь Мексика, Коста-Рика, Южная Корея и Греция. Спасибо большое, Катя. Ну, вот такие нас выходные ждут. В течение 2 недель мы вам показывали самые свежие новости с соревновательных площадках чемпионата «Молодые специалисты 2019 WorldSkills». Но каковы его результаты и итоги в нашем следующем сюжете? Давайте посмотрим. Промышленный техникум, наконец, входит в свой обычный учебный режим. С 15 апреля в течение 2 недель именно здесь проходили отборочные соревнования национального финала WorldSkills Якутск. Приезжали эксперты и участники из 65 регионов страны, более 500 участников. На сегодня все разлетелись, а конечные итоги мы узнаем ближе к середине месяца. Тем не менее, предварительные итоги уже есть. По сегодняшним данным, в финал прошли 24 якутянина, из них 5 юниоров и 1 конкурсант категории «Навыки мудрых». Предварительно известно, что наша республика в финале будет представлена по 17 компетенциям, в том числе геодезия, кондитерское дело, сухое строительство и штукатурные работы, облицовка, плитка, ювелирное дело и многие другие. Итоги по остальным компетенциям будут подведены до 10 мая. Всего участников у нас было порядка 550 из 65 субъектов Российской Федерации. Приезжали они у нас потоком. Крайний поток у нас улетел 29 числа. Для организации отборочных соревнований было приглашено 30 сертифицированных экспертов. Они были у нас из разных городов, начиная от Челябинска и традиционно заканчивая Москвой. Были из Нижнего Новгорода, Питера. Напомним, что сборная Республики Саха-Якутия состоит из 194 человек, которые приняли участие в отборочных соревнованиях, проводимых в 20 регионах страны. В Республике Саха-Якутия у нас состоялись 11 компетенций. Одна из них прошла в городе Мирном на базе регионального технического колледжа. Промышленная автоматика. Здесь прошли все остальные, в том числе и по категориям юниоры. У нас было подведено 5 итогов отборочных соревнований, то есть это уже было приравнено к финалу. Также у нас имеется победитель по компетенции ювелирное дело юниоры. Это Потапов Саша, ученик Сунтарской СОШ номер 1. Его экспертом был Уваров Василий. И, в общем-то, они заняли у нас 2 место. Сейчас мы занимаемся организацией вылета нашей сборной. Очень переживаем за нашу сборную, надеемся, что они получат много медалей. Будем сейчас усиленно, хоть и времени осталось мало, мы будем сейчас их усиленно готовить. Национальный финал состоится в столице Татарстана с 20 по 24 мая в Международном выставочном центре «Казань-Экспо». На сегодня идут усиленные ежедневные тренировки. Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день.
Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. С 24 апреля по 9 мая Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» проводит акцию «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Сегодня более подробно о мероприятиях, которые пройдут в рамках акции, нам расскажет координатор «Волонтеров Победы» города Якутска Роберт Иванов. Роберт, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, уважаемые зрители. Наша акция 24 числа в наших самых крупных площадях нашей столицы началась. Она будет продлиться с 24 апреля по 9 мая. Это у нас акция всероссийская. По всем субъектам, 85 субъектов нашей страны, все они проходят. И вкратце... Ну, в чем суть акции? Волонтеры раздают ленты, да? Да, волонтеры раздают ленты, но суть акции не только, что мы раздаем ленточки, да, а суть акции, что мы, как потомки победителей, должны помнить, какой ценой, какой жертвами принесла, была побеждена наша, была победа, досталась нам победа, досталась да? наша победа. И мы память, чтобы наших предков, дедов, прадедов были всегда с нами. Ну, я знаю, что вот в прошлом году, да, лично, когда я получила ленту, помню, на площади Ленина, к ней прилагался еще такой флаер. Да, мы тоже такой флаер всероссийский, который есть, мы тоже их раздаем. И там в нашем флаере рассказывается история создания, история георгиевской ленты. Да, очень интересно и познавательно, я думаю, для молодого поколения особенно. Конечно, почему такого цвета лента, да? Ну а где можно встретить волонтеров? У наших волонтеров Победы можете встретить на площади Ленина, на площади Орджоникидзе, на площади Комсомольской площади и на площади Победы. Вот наши 4 основные. Акция с какого числа здесь в Якутске начнется? Акция у нас началась уже с 24 апреля. Она продлится до 9 мая. То есть уже на площадях можно встретить? Уже на площадях можно встретить наших волонтеров Победы. Ну, они в какой-то определенной форме. Как их можно узнать? Они, да, в определенной форме. Они в футболках. Там написано «Волонтеры Победы». Всероссийское общественное движение наше. Ну вот что касается работы вашего движения, как давно оно было создано? Всероссийское общественное движение, она зарождалась в 2015 году. Это было 70-летие Великой Победы. Там первый наш корпус назывался, просто волонтерский корпус 70-летия Великой Отечественной Победы. Но после окончания всех мероприятий нашу организацию поддержал Владимир Владимирович Путин. И с его поддержкой мы начали называться Всероссийское общественное движение волонтеров Победы. С этих времен наша деятельность идет. Но всероссийское это значит в каждых городах России, да? В каждом регионе 85 субъектов нашей страны, они наши организации есть. Мы как региональное отделение. Ну, что касается нашего регионального штаба, сколько человек волонтеров входит, у нас, каких возрастов? У нас, например, возрастных ограничений нету. То есть вы набираете, можно любого желающего? Может, да, можем любого желающего набрать, прийти. Есть волонтеры, это у нас добровольцы. Добровольцы, значит, они, вот именно наша организация приходит те люди, которые неравнодушны и хотят помочь именно сохранить память, сохранить историю наших дедов, которые одержали нашу великую победу. А сколько георгиевских ленточек раздается ежегодно? Вот каждый день мы раздаем по 1000 ленточек. И причем это не предел. Не предел. Это не предел. Очень быстро у нас, особенно вот День Республики, очень много лент раздали. Тоже ребята наши работали. И вот
каждый день очень много-много. Действительно, это Люди очень очень, хорошая да. акция, потому что я знаю, что георгиевские ленты даже продают. Мне кажется, совершенно неправильно. Это неправильно, конечно, но георгиевская лента всегда должна... Еще хотел бы рассказать о правилах ношения георгиевской ленты. Да, Да, вот давайте. только что хотел спросить, как ее. Да. Ну, георгиевская лента всегда носится на сердце, возле груди. Под сердцем. Под сердцем, Мгм. да. И она не носится, например, не в сумочке, там, не руках, там, не знаю, на машине, как ленточка висит. Это неправильно. Это я считаю лично, что это как-то неуважение нашим дедам, которые такой ценой принесли нам победу. Кстати, на флайерах там, по-моему, даже написано, там на каким образом завязать можно, да, на георгиевскую флаерах ленту. указано, где можно носить, а даже и где невозможно, нигде нельзя носить. Ага. Мероприятие мы ждем 1 и 7 мая, да? Так, у нас мероприятие волонтеры Победы. Первое мероприятие, не первое уже наше идет. Второе наше мероприятие будет 7 мая. Это будет у нас свеча памяти, которая пройдет на площади Победы в 8 часов. А второе мероприятие у нас 8 мая, 12 часов, водружение Знамени Победы на площади Победы. Роберт, большое спасибо, что пришли сегодня. Удачи вашему движению. Мы с вами Мы желаем прощаемся. вам отличных выходных. Увидимся после праздников. Спасибо.